Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, а з намі на сувязі по традыцыі ў гэты дзень і ў гэты час дацэнтка, кандыдатка гістарычных навук, незалежная экспертка і новая, вот так бы мой сказать, я не ведаю, рэгалія, якая дадалася да яе апошнім часам, лідарка спісу аб'яднання «Наша справа» по выбарах у Координацыйную раду Роза Турарбекова. Добрый день, спадарня Роза. Добрый день. Ну что ж, по нашей звычцы, я думаю, что все ж таки, ну, мы не абыдзем пытанне координацыйнай рады, але як мы это звычайно рабілі, пакінем на апошнюю частку нашего стрыма, нашего эфира, нашей размовы. А пакуль что давайте все ж таки я буду до вас звяртацца як да экспертки, по ваше экспертное меркаванне, по розных пытаннях, якіх назапасілася апошнім часам шмат. Подкинул тут, конечно, олейник, аккурат таки по вашей спецыялізацыі міжнародных адносінаў, але давайте пачнем да олейніка, дойдзем паступова. Давайте пачнем вось з чаго. Адукацыя, что для вас таксама блізка, але зараз як ідэалогія і так званае патрыятычнае выхаванне лезе ў адукацыю. Паводле чыноўнікаў ад адукацыі Мінгарвыканкама, толькі ў Мінску, а ўжо на дадзены момант створана 36 военно-патрыятычных клубаў для юнакоў і падлеткаў. Безумоўна, по ініцыятыве самих хлопцаў і дзяўчат. Ну як же ж інакш? Я так разумею, что спыняцца не збіраюцца, і гэта не толькі ў Мінску, гэта па ўсёй краіне. Як вы лічыце, па-першае, ну можа гэта і нармальна, ёжа ж ва ўсім свеце там гэтыя розныя такія военно-патрыятычныя клубы там і ў США, і ў Еўропе, і ўсё астатняе. Можа это нормально? Ідзем у ногу. Ну, было бы нормальным, если бы не было бы в таком контексте, и было бы нормальным, если бы это не было бы принудительно. То есть одно дело, там, я не знаю, какое-то там волонтерство или какие-то там инициативы снизу, совсем другое дело, когда это часть государственной политики. Это часть государственной политики по милитаризации системы образования. Не всего общества, но системы образования в частности. Мы на это обращали внимание еще начиная, там, я не знаю, с 22 года. Тогда была конференция, например, вот, где я выступала с докладом, отмечала 4 важных тенденции в системе образования. Это централизация, это идеологизация, это милитаризация и секьюритизация. Вот. Потом мы эти тезисы эксперты в сфере образования раскрывали, в чем конкретно заключается, например, каждый из этих трендов. Вот. Но сегодня мы с вами видим, так как идет вообще в целом милитаризация, да, всего общества, то вот, например, в сфере образования, да, это осуществляется наиболее там видимо и системно, последовательно. Во-первых, я думаю, что целью этого является в первую очередь приучение к мысли о том, что придется воевать, вот, что, собственно, не характерно для белорусского народа. Белорусское общество в целом, да, вот как бы вот такой основа, ядровые такие, да, ценности, они совсем другие. Это все действительно про мир, про неприятие буквально войны, вот, и про вот эти вот клубы, эти тренды идет попытка переломить вот это настроение. Есть разные по этому поводу точки зрения. Вот, например, Артем Шрайбман считает, что все-таки это достаточно наносное, не поверхностное, скорее всего, это не возымеет действия, хотя, конечно, все это может оказывать негативное влияние на молодежь. Есть другое мнение других экспертов, которые считают, что через энное количество лет, если будет проводиться такая системная политика, мы получим совсем другое поколение молодых белорусов. Но в общем и целом это отражает в первую очередь содержание и суть государственной политики. Содержание и суть государственной политики заключается в милитаризации общества и в том, что эта политика, как внутри, так и вовне, является агрессивной. Вот пока так.
Але глядзіце, у нас колькі уже часу яны там спрабавалі уцягнуць у сваю ідэалагічную апрацоўку беларускую моладзь. Мы там прыгадываем і этот БРСМ, і там моладзевыя фракцыі Белай Русі, і яшчэ там нешта было папярэдняе перад БРСМом, і не спрацавала. Як вы думаете, зараз нешта змянілася? Зараз нешта дае ім падставы меркаваць, што цяпер спрацуе? Кое-что изменилось. В первую очередь изменилось то, что одним из основных инструментов всего этого является страх. Буквально терроризируют, да, молодых людей, терроризируют все общество. Если вы не согласны с официальной линией партии и правительства, то вы попадаете как бы в зону такой небезопасности, из которой вы можете попасть вообще, там, я не знаю, быть уволенным, отчисленным и вообще попасть в тюрьму. Вот, поэтому, конечно, изменилось, потому что совсем другой уровень мотивации, совсем другие стимулы сейчас задействованы. Вот я бы сказала так. Насколько это сработает с точки зрения долгосрочного тренда, сложно сказать, но я думаю, что если так продержится, они так будут проводить эту политику в течение, там, по крайней мере, 8-10 лет, то да, последствия будут. Давайте, может быть, яшчэ один момант, а тут, правда, звязаны с прапагандай. Днями, конечно, так досыць шуму нарабіла короткая такая вырыска с размовы у эфиры у Азаронка яго і Гладкай, двух прапагандыстаў. І Гладкая такая на чистом глазу заявила про тое, что ну, мало их били. Видать, не дошло ему 20-м годзе праз як яна кажа, сінія задніцы, что тут, маўляў, сидеть трэба тихо, спокойно, и голос супраць гэта, который выше Бога, не падымаць. Маўляў, калі не доходзіць, ну, то трэба знішчаць. Я разумею, что, может быть, с одного боку им не дае спокою поспех коллег с радыё 1000 холмов. Может быть, яна увогуле не ведае, что гэта такое. Ну, Азаронак, нягледзячы на тое, что выглядае на гарадскога вар'ята, ён ўсё ж таки, мне такое адчуванне, что больш начытаны і ведае гэта. Ну, хай бы расказаў Гладкай. Але вот гэта прапаганда і гэтыя заявы такого кшталту, гэта што? Якія, ці ёсць у іх пагрозы? Ці это можа быць у нейкім таким вот маргінальным нейкім пухеры сказана? Ну, сказали і сказали сабе, ляпнули і ляпнули самі там для сябе. Ці ўсё ж таки гэта не так безобидно? Ну, наверное, нет, не совсем безобидно. То есть это, наверное, не стоит воспринимать, что это является таким прямым руководством к действию для силовых структур. Гладко не является главнокомандующей. Вот. Но и я боюсь, что здесь как раз угроза заключается в том, что это становится допустимым такое обсуждать. Вот. Так как это становится допустимым обсуждение, да, никто там не осаждает, нет, не слышно там окриков, например, да, не ставятся на место такого рода люди, а в свое время таких людей ставили на место, им как бы, когда их там заносило, да, на поворотах при таких пропагандистских, да, тех самых речах, их ставили на место, им давали понять, что они больше не должны выражать так агрессивно свои мысли, то сейчас я боюсь, что как раз-таки вот эти все там механизмы уже не работают. Вот. И угроза здесь заключается в том, что это становится допустимым. Допустимым это проговаривать. А как известно, то, что допустимо для того, чтобы проговаривать, вполне возможно потом через какое-то время допустимо и на практике. Это доказывает то, как, например, с ума сошло российское общество, да, в котором культ насилия превратился в политику насилия. Ці будзе нейкі, ну я не ведаю, адтаржэнне таких вось размоў, таких ідэй, таких думак у беларускага грамадства? Ці магчыма прапаганда сапраўды зараз на такім узроўні, што і ўваб'юць тую думку пра магчымасць такога, дапусцімасць такога? Я думаю, что общество-то как раз будет в отношении этого резистентным, то есть да, сопротивляться, но это же адресуется не обществу, это же адресуется власти.
Вот. Речь идет не о том, что общество будет разделять такие взгляды. Общество как раз не будет разделять такие взгляды. Общество вообще, в принципе, в обществе сейчас запрос «оставьте нас в покое, прекратите вообще нас терроризировать». Вот, я думаю, главный, основной сейчас запрос в обществе. Но кого это интересует? Сейчас определяется политика не по запросам общества, а сейчас политика определяется запросом одного человека. И если у этого одного человека запрос будет на такие инструменты, какие препятствия могут быть? Вопрос же в этом заключается. В этом и опасность диктатуры, что запрос общества не имеет значения. Ну і калі мы гэтую тэму закранули, я б хацеў да вас звярнуцца як да гісторыка. Тут оказывается яшчэ один відаць пачынаючы гісторык Караев, які з'яўляецца прадстаўніком Лукашэнкі там где-то там Гродзенскай области, заявіў, что усе гэтыя выборы, все гэтыя дэмакраты, усё гэтая зменнасць улады і ўсё гэта я цытую, цалкам супярэчыць нашаму савецкаму, нашаму славянскаму, нашаму еўразійскаму духу і менталітэту, дзе ў гісторыі зусім по-іншаму складывалася. Раскажыце мне, калі ласка, вы ж там троху гісторыю і Вялікага княства Літоўскага і Беларусі вывучалі, Рэчы Паспалітай, там що такое, як там що ж таки, то есть у нас все по-іншаму, у нас тут такі султанат, там ці як яно там это ўсё працавала, вот. Чингисхан, конечно. Ну, Чингисхан. Что там султанат? Султанат еще туда-сюда. Там у султана, по крайней мере, был этот, как его, шура. Шура – это консультативный орган. Он не мог просто так принимать решения. Вот, это вот про восточный деспотизм, да, это любимые сказки, но там тоже надо понимать, там тоже были определенные ограничения и определенные совещательные органы, там, ислам и исламские богословы имели большое значение. Вот там не принимались решения прямо так. Другое дело, что закон был достаточно жесткий, это уже другой вопрос. Но вот что касается насчет вот этих размышлений исторических начинающего историка Караева, вот, ну, все выбрасывается там, да, из истории, там, что и Вече, и там, не знаю, и Майдан у украинцев, да, и даже у казахов, например, если уж про евразийство говорить, ханов выбирали. Если он не знает, вот я ему хотела бы передать большой привет. Даже в Казахстане ханы избирались главами родов. И если говорить об истории, то история это всегда был такой маятник от условной, да, системы выборов к диктатуре. Даже в далекой Бирме у племен горных есть такое понятие, как гумса гумлао, о котором, кстати, я написала в телеграм-канале. Поэтому господину Караеву все-таки надо внимательно читать учебники истории. Если говорить о европейской истории, о Беларуси, это европейская страна, и она состояла и в Великом княжестве Литовском, это одна из исторических форм белорусского государственного, да, образования, и в составе Речи Посполитой. Ведь Речь Посполита, он знает, как она вообще переводится. Вот, то есть что такое Сейм, да, откуда он как бы взялся, и чьи интересы он выражал, и какое он имеет отношение к истории Беларуси, да. Вот. Все это в целом, ну, что я могу сказать? Ну, про Советский Союз я не буду даже говорить, потому что господин Караев не знает и не понимает сути советской власти, по крайней мере, с формальной точки зрения. Даже в Советском Союзе, или тем более в Советском Союзе, почему так назывался Советский Союз, от слова «советы», а не от слова там «Сталин» или там от слова «генеральный секретарь ЦК КПСС». Вот. Даже в Советском Союзе формально в основе власти лежали советы народных депутатов. Вот, поэтому, ну, не знаю я, что сказать про Караева, господи боже. Ну а что тут говорить? Вы тут уже как минимум наговорили на себе на несколько артикулов, потому что экстремистскими словами такими раскидываться в эфиры, типа «сейм». Ну вы тоже вот думаете, ну? Что ж таки уже опытный человек. Такие заклики экстремистские, выборы, демократия. Лукашенко, он что сказал? Надумали там себе что-то, выборы какие-то там устраивать.
координационную совету. Ну, коробит человека от самого слова выборы. А Карай уже старается. История — это то, что треба вождю сейчас. Ну, вот такая. Ну так, слушайте, республику переименуйте, по крайней мере, будет как бы справедливо называть Беларусь уже не республикой, а чем-то там, я не знаю, эмиратом, чем там, княжеством, ну, чем-то там, короче Ну, говоря. княжеством, знаете, князей, ну, говорят, но это врут, наверное, на нашей территории. Их же ж тоже выбирали, запрошали, потом могли выгнать, а могли голову отсекчи. Но это вы тоже на сколько статей сейчас наговариваете. Ну, я же говорю, что это вот, наверное, выдумывают все эти вот... Вы говорите, выдумывают. Да. Ну да, наверное, там в летописях много чего там навыдумывали. Караеву лучше знать. Да, дарэчы, вот про вось гэтую сінявокую абітаваную зямлю под сенью Лукашэнкі, куды ўсе імкнуцца. Тут вот польскі суддзя набраўся нарэшце смеласці і удраў Беларусь, попрасіў та самая прытулку палітычнага. Тут уже пишуць радасныя каментатары, что вот толькі Беларусь дасць магчымасць, вот, ну я думаю, что яшчэ ўзнагародзяць орденам Чэчка, там что-нибудь такое, але як вы успрымаеце всю эту ситуацию? Слушайте, ну это все-таки, знаете, истории из истории холодной войны, там перебежчики всякие, там, извините меня, преступники, какие-то бандиты, которые скрываются там от закона, ну, полагают себя, видимо, очень умными, и вместо того, чтобы нести ответственность за свои преступления, вот бегут в другую сторону там и начинают как бы принимать участие в этой пропагандистской войне. Вот. Единственное, что я хотела бы посочувствовать этому судье, потому что, в общем-то и целом, он же должен знать, какая была судьба-то его предшественника, вот того самого, в честь которого орден сделали. Если он как бы не знал и, не зная, да, сунулся в воду, ну, что я могу сказать? Печальное будет у него завершение его, там, я не знаю, я уже даже не о карьере говорю. Вот, поэтому что тут скажешь? Ну, как-то там для пропаганды материал есть. Сейчас они его будут разыгрывать, там, на все эти расповсюживать, там, на всех каналах. Вот. А потом-то что с ним делать? Ну, вот как с Чечкой поступят, наверное. Что там произошло с ним. Ну, я думаю, что всякие магчымыя варианты, але ўсё ж таки Беларусь гэта мирная краіна, і нават военная доктрина пропісана про тое, что вот вельмі мирная краіна, ні ў якім выпадку ніколі такога не было, не нападали, і з ее тэрыторыі не нападали і не будуць нападать і гэтак далей. Вот Алейнік у чарговы раз гэта подцвердзіў. І тут у мяне как бы два пытання. Вы, па-першае, тут уже такі зрабілі экспрэс, як вы написали, экспрэс-аналіз военной доктрины. Так вот, ці сапраўды мирная там наша гэтая доктрина беларуская, і як вы поставіліся до гэтых словаў Алейніка, кому яны скіраваныя? Ну, я не знаю, на кому, в чей адрес говорит Алейник. Может, он говорит сам себе, это типа аутотренинга, или он это говорит Лукашенко, подтверждая его слова, те слова, которые в доктрине. Возможно, Алейник таким образом пытается обозначить позицию Беларуси в преддверии конференции в Женеве. Вот, возможно, каким-то образом, возможно, они пытаются так обозначить, я имею в виду МИД, в принципе, власти Беларуси, обозначить то, что они бы хотели все-таки, как это сказать, не завершения войны, но, по крайней мере, фиксации какой-то, потому что в общем и целом эскалация может привести к войны, да, к тому, что Путин потребует от Лукашенко прямого участия Беларуси, белорусской армии в войне против Украины, или же напротив, в случае, если чаша весов склонится в сторону Украины, и Украина начнет снова наступать, то таким образом все равно будут слабеть позиции Лукашенко. То есть в любых случаях, в том и в другом случае Лукашенко все плохо.
Вот. Что касается военной доктрины, она является самой агрессивной военной доктриной за всю историю Республики Беларусь. В ней перечеркнуты все те важные завоевания, которые были закреплены в начале 90-х годов в Конституции, и потом они не менялись, пока не была принята новая редакция в 22 году. Вот. Все, что касается стремления к нейтралитету, неиспользования белорусской армии для разрешения вооруженных конфликтов за пределами страны, безъядерный статус и в целом мирный характер, да, Республики Беларусь. Все это перечеркнуто в военной доктрине. Если опустить вступительную мажорную часть, когда мы с вами рассматриваем дальнейшие все разделы, становится понятным, что это фактически служит обоснованием использования белорусской армии как внутри страны, так и за ее пределами. Вот. Очень широкий спектр разного рода причин и поводов, почему белорусская армия может быть использована как против собственного народа, так и за пределами страны. Особенно мне не понравился раздел, посвященный выполнению союзнических обязательств, где очень широко идет трактовка это выполнение этих союзнических обязательств. Очень выглядит плохо расписание военных угроз, очень широко трактуется военная угроза, выделено там несколько типов военных угроз, и туда включены такие военные угрозы, которые в целом являются, ну, они заслуживают своего внимания только, может быть, в доктрине, не в доктрине, а в концепции, например, национальной безопасности. Или же вообще в целом они не должны быть включены в такого рода документы. То есть вызов традиционным системам, традиционным ценностям, извините, это тоже воспринимается как военная угроза. Очень большой документ, весьма воинственный, еще раз повторюсь, который подтверждает агрессивную политику внутреннюю и внешнюю и является достаточно широким обоснованием для того, чтобы Беларусь начала войну или вступила в войну. Дарэчы, вы узгадалі Швейцарыю, Женеву, ось гэтыя мірныя перамовы, якія запланаваныя і на бліжэйшы час там будуць праходзіць по сітуацыі ва Ўкраіне. Я просто процитую того же самого Олейника. Будем надеяться, что рано или поздно эти переговоры возобновятся, но они возобновятся действительно в правильном формате между Россией и Украиной, естественно. И мы себя видим частью этого процесса, поскольку этот конфликт непосредственно затрагивает Беларусь. Это для чего сказано, что ну вот той сапраўды, вот скажите мне, як человек, что ж таки, які ведае, что такое международная политика, там неправильный формат сапраўды нейкі вот у Женеве плануется, ці гэта просто такие, ведаете, крыўдачки, что туды не запросили, поэтому мы спадзяемся, что вот там, где вот в правильном формате с уделом Лукашенко, который будет ведрами каву носить, вот там все будет правильно. Я думаю, что на самом деле и Лукашенко, и Путин в первую очередь, да, они этой конференции опасаются, потому что эта конференция на сегодняшний день является таким попыткой объединить усилия международного сообщества против российской агрессии. Вот. И усилить переговорные позиции в первую очередь Украины. Вот, поэтому это такие переговоры, вернее, скажем, это такой формат, который уже давным-давно должен был бы, по идее, появиться, но до сих пор вот как-то так случилось, не появился. Вот надеюсь, что он сейчас появится. Я думаю, что в конечном итоге туда когда-нибудь пригласят, конечно же, и российскую делегацию. Большой вопрос, во главе или с Путиным, например, да. Ну и что касается Беларуси, вот это тоже большая будет проблема, когда будут решать судьбу Беларуси без белорусов. Вот, поэтому надо будет понаблюдать, как начинается эта конференция, какой будет формат. Этот формат, я думаю, что он будет эволюционировать. К сожалению, как в первую очередь специалист в сфере по изучению конфликтов и международных переговоров, я могу сказать, создание такой площадки не означает конец войны. То есть это все может параллельно развиваться, как площадка, так и война. Вот, и площадка даже иногда может использоваться в некоторых случаях в качестве
аргументов на фронте. Вот. К сожалению, международные переговоры — это не всегда переговоры, которые ведут здесь и сейчас прямо к окончанию войны. Но создание такого формата, с моей точки зрения, приводит к тому, что усилия международного сообщества собираются в одном месте. И судя по тому, как этот формат начинается, скорее всего, этот формат будет укреплять именно переговорные позиции Украины. Вот, пока вот, к сожалению, я такими очень туманными и общими фразами все это рассказываю, потому что, знаете, я могу рассказывать, какой опыт был, пример, да, переговоров, например, по Сирии, переговоров, например, по Ливии, по тем самым, по Йемену, кстати говоря. И вот это все, весь этот опыт этих площадок, которые в основном размещались как раз именно в Швейцарии, свидетельствовал о том, что это такой формат, где любимый коллективный Запад, да, любимый Лукашенко коллективный Запад усилял международные переговорные позиции, в первую очередь той стороны, которая является, ну, там, жертвой, да, в первую очередь. Поэтому, и да, и в первую очередь эта площадка нацелена на то, чтобы международное право не игнорировалось, что оно должно лежать в основе переговорного процесса. Я думаю, что Путину это очень не нравится. Я думаю, что для него это плохая новость, потому что консолидация международного сообщества против него продолжается. Я думаю, что на какой-то момент он решил, что у него получается, я имею в виду, что Европейский Союз и Соединенные Штаты все в меньшей степени обсуждают Украину, все больше вовлечены в события на Ближнем Востоке. Но вот эта конференция, она свидетельствует о том, что нет, Украина все еще остается на первом месте. Вы кажаце про тое, что вельмі дрэнна, калі лёс Беларусі будуць вырашаць без удзелу Беларусі. Гэта гаворыцца ўжо і пра дзень сённяшні, я маю на увазе не той стан уцягвання Беларусі у вайну, які мы маем на сёння, ці пра той узровень, калі, да прыкладу, пад ціскам Москвы лукашэнкаўскі рэжым ўсё ж таки скіруе беларускія войскі ва Украіну, што адпаведна прывядзе да пашырэння канфлікту, уцягвання ў гэты канфлікт войскаў заходніх краінаў НАТО, і адпаведна вот про той момант кажем, ці и про сённяшний уже? Про сегодняшний момент вряд ли, пока речь не идет, наверное, о судьбе Беларуси сегодня. Вот. Но в будущем, если Беларусь не будет представлена на этой площадке в каком-либо виде, я имею в виду белорусскими или демократическими силами, либо же режимом, да, или то, что останется после режима, как говорится, я боюсь, что за нас опять будут решать нашу судьбу. То есть нас молча отдадут, что там в Москве, молча между собой согласятся, что мы входим в состав сферы влияния России, или как там некоторые говорят о том, что невозможно говорить о Беларуси без России. Почему-то нельзя говорить, интересно, да? Почему-то о нас нельзя говорить без России. Вот это первое опасение, о котором я говорю. Навряд ли сейчас будет речь идти об этом, потому что в общем и целом это такой формат, который только запускается, и он имеет в виду в первую очередь то, что происходит в Украине, да, конкретно в Украине. Но вот со временем расширение вопросов или повестки по переговорам, оно произойдет, это неизбежно. Расширение произойдет за счет региональной повестки. Понятно, что там будет обсуждаться Беларусь. Но и если при всем при этом Беларусь будет обсуждаться, но без белорусов, это по-любому плохо. Некому будет защищать наши интересы. А они есть. Они, безусловно, имеются. Конечно, самый ужасный сценарий, если Беларусь действительно не только чисто формально с территории Беларуси произошло нападение, производился обстрел, Беларусь выступала в качестве такой тыловой, да, там, части и прочее, прочее. Но если на самом деле белорусская армия или белорусская территория вторично будет использоваться для нападения на Украину со стороны России, я имею в виду российской армии, и тогда за нами окончательно закрепится вот этот вот
статуса агрессора. Вот, и мы тогда на эти переговоры будем уже выходить не в качестве там, условной там, такой страны, где народ можно отделить еще от режима. В таких случаях уже второй раз мы не переживем этого просто-напросто. Уже все забудут про 2020 год. Вот в этом случае, я думаю, что это самый-самый страшный сценарий. Тогда, когда мы будем вовлечены в войну, тогда, когда Беларусь будет считаться соагрессором и при этом будет лишена субъектности. Я працытую яшчэ один момант, але вот у звязку з чым, дзеці, спачатку про что мы уже и говорили. Ключевой момент заключается в том, что Беларусь всегда была и остается миролюбивым государством. С территории Беларуси никогда не исходила и не будет исходить угроза. Согласно нашей Конституции, с территории Беларуси не может быть совершена никакая агрессия. Это постулаты, которые незыблемы. Ну, то есть вот 22-го года не было, то есть вот российское войско не было, обстрелаў пасля потым украінскіх гарадоў і сёл таксама з тэрыторыі Беларусі не было. Я разумею, что там, скажем, Гайдукевич малодшы джуниор, который про это кажа, такое ж самое кажа, ну ён просто пропусціў гэта, тому что быў заняты сваімі дикпиками. Ну а Олейник-то что, он что, в заморозке быў ці что вот как-то ён гэтага не заўважыў. І потым гэты ж самы чалавек, каментуючы реакцию литовского боку на словы Терцеля про там дроны вот это и все остальное, сказал: а видимо у их там самих рыльца в пушку и так далее. Вот я вот читаю это и думаю, вот это как, вот это министр замежных справ, это вот что, это узровень, это на кого это различено, или вот это ж, или это что это, размягчение мозга, или что это такое? В лучших традициях советской дипломатии. Плюй в глаза, все божья роса, стой на своем, даже если это просто всему миру ясно, видно и понятно, что вы вообще, ребята, агрессоры, и еще какие. И вообще хотите мир здесь покорить, да? Мне все это напоминает то, как там выступали советские представители в Организации Объединенных Наций, или же известные министры иностранных дел Советского Союза Громыко, вот, мистер Нет, да, как его там прозвали западные, в основном американские дипломаты. Миролюбивый характер, там, сосуществование двух систем, трам-там-там, все это сотрясание воздуха. Послушайте, мы с вами просто отвыкли от того, что в свое время советская пропаганда, да, ну, это была там откровенная такая ложь, которая масштабов таких, которая воспроизводилась постоянно, настолько постоянно, что забыли, как правду говорить. Вот. Поэтому Олейник, не помню, сколько ему там лет, учился он, наверное, в Советском университете, вот, он, наверное, постарше меня будет. Но вот он, наверное, помнит это, воспроизводит этот дискурс, что вот дипломатия – это такая наука, там, врать во имя там, своего государства. Вот он это и делает. И при этом имеющий в виду советский опыт, я имею в виду советский дипломатический опыт. Вот, поэтому, когда я слышу все это для меня не выглядит чем-то необычным. Все, что я могу там в этот момент сделать, это просто откровенно засмеяться. Вот это не амнезия, это не глупость, это не ничто. Это все традиции, старые традиции советской дипломатии, которые в том числе вот, выполняли роль и пропагандистского такого органа, не только дипломатического как такового. Поэтому, ну, что я могу сказать? Верной дорогой идете, товарищ Олейник. Давайте мы яшчэ одну тему закранем, потым перейдем к нашей любимой тэмы, якую мы привыкли завершать наши з вами стрымы. А пакуль что да визиту Сі Цзіньпіня у Европу, что гэта, для чаго гэта, якія вынікі, чаго вы чакаете? Очень интересный визит, и этот визит, как все отмечают, да, мировые СМИ, это первый визит 2019 года. Проходит он совсем в других условиях. Климат в отношении Китая в Европе изменился. Попытка как бы
не то чтобы сгладить, но хотя бы нащупать вот такие вот какие-то позитивную основу для того, чтобы преодолеть те разногласия или то расстояние, дистанция, которая сейчас увеличивается между Европой и Китаем. Вот я думаю, что это его истинная цель. Обратите внимание на географию его визитов. На первом месте была Франция, потом Сербия и Венгрия, да. Основные его критики находятся не там. Основные его критики, в первую очередь, это Северная Европа, это Великобритания, это Германия. Ну вот даже Олаф Шольц недавно посещал Пекин, он подвергся вообще уничижительной критике внутри страны за мягкость в отношении Си Цзиньпиня. Си Цзиньпинь сейчас пытается сгладить те противоречия, которые намечаются. Противоречия очень серьезные, потому что Европа сокращает китайский импорт на своем рынке. Идет очень серьезная борьба за европейский рынок высоких, зеленых, технологий. В первую очередь, дело в том, что они проиграли свой собственный рынок, европейцы, я имею в виду, проиграли свой собственный рынок по производству солнечных батарей, и сейчас на очереди стоят там эти ветряки, да, и другие технологии, да, электромобили в том числе. И европейцы сейчас, по всей вероятности, на пути к тому, чтобы принять решение об увеличении, да, вот этого барьера для китайских товаров высокотехнологичных, таких как эти турбины и электромобили, потому что они очень дешевые, они буквально, как всегда, китайская тактика, да, торговая, демпингуют. И идет большая государственная поддержка со стороны Китая для производства вот этих вот зеленых технологий. И сейчас вот это вот европейский рынок представляет из себя большой рынок вот этих вот сбыта вот этих зеленых технологий. Там сейчас идет по этому поводу большая торговая фактически война. Она разворачивается у нас с вами на глазах. Это, как говорится, все, что стоит за всеми разговорами, в том числе о политике. Но на первом плане, конечно, помощь Китая России в производстве оружия, в экспорте Китаем технологий двойного назначения России. Для Европы все это является, конечно же, неприемлемым, потому что это прямой вопрос европейской безопасности, имеется в виду война в Украине. Я знаю точно, что многие правительства западноевропейские, в первую очередь, например, немецкое правительство, целенаправленно ставит своей целью сократить китайский импорт. Для Си Цзиньпиня это очень плохая новость, потому что европейский рынок – это рынок номер один для Китая. И самым таким был звоночком плохим – это выход Италии из инициативы «Пояс и путь». Единственная страна из самых развитых европейских, не только европейских стран, из G7, да, которая вошла в эту инициативу «Один пояс, один путь». В марте они объявили о своем выходе из этой инициативы. Поэтому у визита Си Цзиньпиня есть несколько измерений, те, которые я вам перечислила уже, и плюс последнее измерение. Дело в том, что ему надо своих-то убедить в том, что все хорошо на европейском направлении, потому что китайская экономика стагнирует, и с потерей, постепенной утратой европейского рынка для китайской экономики наступят очень мрачные времена. А это означает, что перед Си Цзиньпинем его коллеги по Коммунистической партии Китая могут поставить вопрос о его дееспособности, эффективности, извините, дееспособности. Так примерно. Дарэчы, коротко, можа быць, мяне вельмі здзівіла, я не задумаўся про гэта. Я калі убачыў кнігу Си Цзиньпиня аб дзяржаўным кіраванні, якую прадстаўлялі у Мінску на кніжнай форуме, выставе, там что-то вот такое, там быў кітайскі павільён, і асноўнае месца займала, безумоўна, вось гэтая кніга. Мне просто, я сказал, книга и книга, Си Цзиньпиня, у лепшых традыцыях там ідэалогіі, там сяброўства двух краінаў і гэтак далей. Але потым мне сказали, что, па-першае, гэтую кнігу, безумоўна, выдавалі самі кітайцы. І самі кітайцы прынялі рашэнне гэтую кнігу Си Цзиньпиня перакласці, і яны самі яе перакладалі і выдавалі па-беларуску.
цяпер у гэты час і сказали вот все ж таки звярні увагу что там выдатна ведаюць Беларусь і моўную сітуацыю ў Беларусі і не прымаюцца такія рашэнні з бухты-барахты. Як вы думаете, все ж таки за гэтым нешта стаіць? Не знаю, надо посоветоваться со специалистами в этой сфере. Может быть, и не с бухты-барахты, действительно. Может быть, это и было сделано с определенным прицелом. Ну и потом, вы знаете, перед Си Цзиньпинем же тоже надо отчитаться. Вот на столько-то языков национальных переведено, да, столько-то людей охвачено. Ведь на русский же язык она давно, наверное, переведена. Вот, поэтому думаю, что так. А ну, что там какая-то языковая ситуация в Беларуси, господи, и тоже мне. И для им-то что, им ничего от этого, как говорится. Поэтому я думаю, что с такой целью, в первую очередь, исходя из таких соображений, требований. Ну, если нечто более как бы интригующее, тогда нужны инсайды. С инсайдами пока плохо, но, может быть, я какой-то инсайд вам выдам через какое-то время, я надеюсь с кем-то поговорить на эту тему. Но мне это не видится каким-то тонким намеком на Лукашенко, на то, что ты бы обратил внимание на свой язык. Я думаю, что они из своих внутренних соображений в первую очередь думают, что вот надо на такое-то количество языков перевести, охватить как можно большее количество, да, ну, как бы охват аудитории. На русский язык перевели уже, это не проблема. А вот такой принцип, я думаю, у них там все это было заложено, запланировано, сколько-то там языков, настолько-то перевести, да, чтобы все страны были охвачены. Вот, я думаю, даже в Пекине не сильно задумывались, какие там у Лукашенко сентименты в отношении белорусского языка. Вот. Но то, что как бы она стояла на этой выставе на белорусской мове, ну, я думаю, что у них такая концепция выставки у них была. Другое дело, как наши реагировали. Вот это интересно было бы. Ну так. Добра, давайте до самого пікантнага моманту нашага стрыма про выборы ў координацыйную раду поговорим. Па-першае, я, дарэчы, нешта забыўся сёння про гэта сказаць, таму хоць і трошку са спазненнем, але нагадываю про неабходнасць подпісацца, як звычайна, на телеграм-канал спадарыні Розы Турарбекавай, якая зараз не толькі ў якасці эксперткі, але і лідаркі выбарчага спісу «Наша справа». Молчу, спадарыня Роза, молчу, не жартую. Наша справа выступае. Тым не менш, я хотел бы таксама, каб вы подписаліся і на сайт нашай справы. Знайсці вельмі проста, лацінкай набираете «Наша справа ЕУ» і можна знайсці. Вот там на гэтым сайте «Наша справа ЕУ» знаходзіцца петыцыя. Вось я вам покажу, як это выглядае. Петыцыя называется «За магчымасці для беларусаў свабодна вучыцца, працаваць, вандраваць і весці бізнес у Польшы і краінах Еўразвязу, спрашчэнне легалізацыі і працаўладкавання для беларускіх эмігрантаў». Я перш задам пытанне, якое нам даслаў Вожык Патрыёт. Так, вось. У межах координацыйнай рады можна пачуць пра мільён візаў. Нібыта там усё проста зрабіць, просто трэба быць здольным. Спадарыня Роза бачыць, як гэта магчыма, калі зараз стаіць пытанне, як захаваць цяперашні ўзровень выдачы візаў. Вот, в принципе, пытанне до вас. Да, я понимаю, что пытание до меня, потому что мы и ставим в качестве своей цели и на программе, и призываем всех подписывать эту петицию с тем, чтобы власти Польши, Литвы, Латвии, Чехии увидели, что мы в общем и целом преследуем свой интерес, что мы считаем, что это необходимо делать, и это стратегически необходимо. Теперь как это сделать? Ну, в первую очередь, конечно, заявить. Вот петиция – это первый шаг, кстати говоря. С тем, чтобы с этой петицией, которая будет подписана, подписывайтесь, пожалуйста, мы имели возможность обратиться, а мы обращаемся с этой петицией, да, к властям Польши, Чехии и Литвы. Вот это у нас наша задача минимум на сегодняшний день. Это первое. Второе – это, конечно, постоянно поднимать эту тему на всех возможных площадках переговорных. То, что делает, кстати говоря, и делалось до сих пор. Но, как мы видим,
На сегодняшний день надо сделать большой фокус на этом, больше фокус на этом и выдвинуть это на первое место. Не какие-то второстепенные стратегические, может быть, вопросы, но первостепенные, в первую очередь, вопросы, связанные с перемещением белорусов, вот, и не уступать в этом вопросе, то есть делать его первичным на всех переговорах. Вот это самое главное. Каким образом это сделать? Я знаю, что часть стран европейских, которые все еще имеют свои консульства в Минске, что они на сегодняшний день открывают возможности для того, чтобы получать эти визы, в частности, шенгенская, да, зона. Мы, например, обращаемся к польскому правительству с тем, чтобы они продолжали выдавать и увеличили, вернули до объема 2019 года. Это второй момент. Третий момент, с моей точки зрения, необходимо обратить внимание на то, что вот эта форма, которая заложена, да, онлайн, которая заполняется на сегодняшний день белорусами, чтобы она стала более все-таки рабочей и эффективной, потому что там есть особенности некоторые, недоработка явно с этой онлайн-формой. Это третий момент. Ну и в целом мы считаем, что при всем при этом еще необходимо открывать погранпункты, те, которые были закрыты, потому что закрытие погранпунктов не ведет к увеличению контроля. Мы об этом будем говорить, опираясь на исследования, в том числе европейских, в первую очередь бельгийских, да, исследователей, которые говорят о том, что чем больше погранпунктов работает, тем выше контроль на границе. А не так, что чем больше вы закрываете погранпунктов, тем больше контроля на границе. Это неправда. Когда сужается коридор, этот коридор становится предметом для разного рода криминальных вещей. И растет коррупция с обоих сторон, и растет случаи, много криминальных случаев. Те, которые ставят своей целью, там, я не знаю, диверсии, дестабилизировать и так далее, эти люди попадают. А вот не попадают как раз-таки обычные простые белорусы, которым крайне сложно заполнить эти документы, выстоять эту очередь, заплатить за эту очередь, потому что на сегодняшний день без дополнительной оплаты, например, онлайн-форму даже заполнить сложно. Все равно фирмы, эти прокладчики, ну вот эти посреднические, все равно они зарабатывают. И всем известно, что и очереди на границе тоже продаются. Так скажите мне, пожалуйста, тех, которых перебрасывают через границу, да, агентов, вы думаете, что они идут по коридору, по зеленому? А вот как раз страдают именно простые обычные граждане, которые не могут вот эти все вещи как бы себе обеспечить. Еще раз повторюсь, вот наши вот основные требования именно такие. И наша программа, я имею в виду. И каким образом добиваться? Ну, только через переговоры. У нас же других инструментов нет, у нас иных возможностей нет. Это петиции, это постоянно поднимать эти вопросы на всех площадках, это постоянно ставить вопрос этот на переговорах, на первом месте его ставить. Не на раз-два и на третьем месте визы, а начинать с виз, а потом уже все остальное. Вот наша программа в чём. І тут узнікаюць некалькі пытанняў. Ну, першае пытанне чыста практычнае. Вы ж ведаеце, што пасля падзеяў 20-го года, пасля вот этих дыпламатычных умоўна назовём это скандалаў, былі высланы супрацоўнікі консульства, дыпламаты польскія з Беларусі. Там просто няма людзей, якія б маглі займацца павелічаць выдачу візаў. Як их можно павялічыць без павелічэння штата? Ну, во-первых, все еще есть центры визовые, да, по крайней мере. Вот, онлайн-формы тоже никто не отменял. В-третьих, конечно, все, что связано с открытием консульств, это все связано как раз с переговорами, да, возврат в переговорное поле. Это большой вопрос, готовы мы или нет. Вот, конечно, очень много белорусов выезжает в Европейский Союз через третьи страны, имеется в виду Грузия, да, в первую очередь Армения, страны Центральной Азии. Вот, предусмотреть подачу документов там, чтобы там это продолжало работать. В первую очередь, как говорится, для белорусов, я имею в виду онлайн-форма, которая бы отличалась этим.
Я просто знаю, это не в теории, а на практике, вот как это делается. Например, центр открыли в Алма-Ате. Я знаю, что в Алма-Ате там можно подавать визы, но там все подачи виз связаны, там, например, если Литва, то это только гуманитарные визы. Вот, то есть увеличивать эту возможность выдачи виз в третьих странах. Я думаю, что вот таким образом. Ну и над онлайн-формой поработать надо в общем и целом. Я думаю, что, я не знаю, польские власти знают об этом МИД или нет, но такая проблема существует с заполнением онлайн-формы. Людям очень сложно, и им приходится переплачивать для того, чтобы более компетентные там фирмы заполняли за них эти формы. Это все утяжеляет и, как это сказать, ставит препятствия, все больше препятствий для пересечения границы во всех отношениях. Ну, конечно, погранпункты и возобновление железнодорожного сообщения для пассажиров. Ну і як это можна, ці ёсць у нас інструменты, каб гэтага дамагчыся? Вот глядзіце, я гляжу зараз, который ўжо месяц, відаць, уже нават праходзяць акцыі под назвай ультыматум, калі беларусы збіраюцца і, ну, как бы там не тое, што патрабуюць, а заклікаюць урад, кіраўніцтва Польшчы цалкам перакрыць беларуска-польскую мяжу для грузаперевозак. Ну, как бы выходзяць, заклікаюць, а рэакцыі ніякай няма, тому что Польшча дзейнічае са сваіх нацыянальных інтарэсаў. Як у гэтым пытанні, так і ў тым пытанні таксама тое ж самае будзе. Вот ёсць магчымасці как бы на сваім настаять. Надо интерпретировать польские национальные интересы именно таким образом. То есть доносить в первую очередь что? Что выдача виз белорусам не есть угроза национальным интересам Польши, а есть наоборот соблюдение этих национальных интересов. В чем заключаются национальные интересы Польши, если они выдают визы белорусам? Получение дополнительной рабочей силы, раз. Люди, которые едут, например, в Польшу, ну, продавать товары там, и так далее и тому подобное. Здесь очень много больших плюсов. Тем более, что с польской стороны есть заинтересованные лица, которые, в первую очередь, польский бизнес, в том, чтобы эта граница не закрывалась. Они наши тактические союзники, я бы сказала так, да. Вот, поэтому в этом отношении что? Мы не выступаем за закрытие границ, мы выступаем за открытие границ, но мы выступаем за открытие границ для белорусов. То есть если вы открываете границы, у вас стоят открытые границы для грузов, почему они стоят закрытыми для белорусов? Вот вопрос. Вот, поэтому для этого мы и делаем эту петицию. Это первое. Второе, самый главный стратегический вопрос. Если вы отрезаете белорусов от Европы, не удивляйтесь тому, что завтра произойдет что-то не очень хорошее. То есть необходимо поддерживать и укреплять европейскую идентичность белорусов. Уже не говоря о том, сколько белорусов имеет карту поляка. Вот, и все это в целом, конечно, со стратегической точки зрения понятно, что Польша в ее национальных интересах, в том, чтобы белорусы ездили, в том, чтобы белорусы поддерживали свою европейскую идентичность и свою определенную как бы связь поддерживали в том числе и с Польшей. Вот, поэтому я не вижу здесь вообще как бы серьезных противоречий национальным интересам. Напротив, это как раз именно в сфере национальных интересов Польши. И последнее, вот что касается открытия-закрытия границ, я имею в виду для пассажирских, да, перевозок. Еще раз повторюсь, чем больше КПП работает, тем больше контроль. Чем меньше КПП работает, тем меньше контроль, тем больше возможностей для разного рода преступных дел. Вот и все. Я думаю, что, в принципе, самым главным здесь необходимо говорить, убеждать и обращаться, в том числе и с петицией. А добьемся ли мы эффекта или нет, это вопрос такой, что получится. Ну, пробовать-то надо, или будем сидеть, молчать и говорить, ну, у нас ничего не получается. Чего ж мы тут будем? Ну что ж, коротко, каб не абвінавацілі, што мы адной палітычнай сіле, ці скажем, аднаму выбарчаму спісу даем больш магчымасці пра сябе расказваць, чым іншым, тым больш што вось гэтае пытанне менавіта візаў, яно важнае, і важнае не
нават датычна таго, ёсць выборы, нема выборы зараз у коорднацыйную раду, гэта сапраўды пытанне, якое абмяркоўвалі і до, і думаю, што і пасля гэтых выборах будем абмяркоўваць у любым выпадку і з палітыкамі і з экспертамі. Ну вось такое меркаванне у спадарыні Розы на гэтую тэму. Таму дзякуй вялікі. На сёння мы з вами развітваемся, сустрэнемся неўзабаве. Тут спадарыня Роза давала анонс сваіх бліжэйшых эфіраў, дэбатаў. Могу проанонсаваць, что у сераду мы записываем дэбаты спадарыні Розы як лідаркі выбарчага спісу. Наша справа с лідарам спісу команда Латушки и Рух за свободы, ну, адпаведна с Латушкам. Так что записываем у сераду. Магчыма, калі покажем, пакуль не ведаю, але будзе цікава, спадзяюся. Дзякуй вялікі, спадарыня Роза. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Живи вечно.